Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Ислам – религия чистоты, и любимец Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда мы перелистываем страницы его истории, находим, что он был в своей жизни самым склонившимся к чистоте человеком. И вместе с тем, что Аллах, субхану ва тааля, его сделал самым чистым и очищенным человеком, он очень любил чистоту. Купание иногда бывает обязательным, а иногда желательным. Обязательным бывает, например, когда человек становится джунуб или после менструального цикла у женщин. А желательным бывает как купание пятничного дня, для праздничных намазов, для намаза затмения солнца или луны, даже желательное купание для посещения любого мусульманского собрания. Также купание является желательным для входа в Мекку, для намерения вступить в хадж. Эту степень полноценности, которую соблюдал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в купании, и многочисленность купаний не было известно среди арабов и среди других людей. Новатором и побудителем этой чистоты в разных местах был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Форма купания. Если купание совершается по случаю джанаба, интимная близость, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, первым мыл руки, после промывал интимные места, очищая места нечистот спереди и сзади. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ритуальное омовение, так же, как и для намаза. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочесывал волосы своими пальцами и лил воду так, чтобы вода проникала под каждый волосок на голове. Тем самым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, напоминал и говорил нам, что под каждым волосом есть джанаба, осквернение. Поэтому человек должен быть внимательным в промывании мест произрастания волос и удостовериться в этом. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 3 раза лил воду на свою голову, потом умывал переднюю часть правой стороны тела, потом заднюю часть правой стороны, то есть умывал переднюю сторону правой части тела, а потом заднюю сторону той же части. Потом умывал и левую часть тела, первым переднюю сторону, а потом и заднюю. Потом мыл ноги. Иногда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мыл ноги при ритуальном омовении, потом и в купании тоже. Человеку, особенно полного телосложения, в купании желательно быть внимательным в складках тела, быть внимательным к внутренней стороне колен, к подмышкам, между ног, то есть места, куда возможно не попадание воды. Нужно стараться, чтобы она туда попала, и нужно протирать рукой все эти места, чтобы человек был убежден в попадании воды по всему телу и в правильности его ритуального купания. Это форма для обязательного купания. Также желательно полностью соблюдать все эти условия купания, даже если купание является желательным. И желательно использовать все желательные действия омовения, как сивак и произношение басмалы, промывание каждого органа по 3 раза. И как омовение завершают чтением дуа, купание тоже желательно завершить его чтением. وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про это дуа сказал: кто прочтет это дуа после омовения, ему откроют все 8 врат рая. Также и после купания. Это важная дуа, на которую нужно обращать внимание и которое нельзя забывать в таких хороших благодатных местах. Здесь в купании или в омовении есть очень важное примечание. Из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является то, что он не купался полностью раздетым, то есть купался, только закрыв себя покрывалом, закрывая место между коленом и пупком. И покрывало он, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал тогда, когда хотел доводить воду на этот участок тела для умывания. Это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оставленной людьми, которую предали забвению. Вопрос соблюдения этой сунны зависит от совести человека. В зависимости от его совести и богобоязненности сердца он будет следовать этой сунне.
يكون العمل بهذه السنة. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил расточительство. Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Воистину, расточители – братья шайтанов». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил быть расточительным даже в ритуальном омовении и купании. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал купание водой размером сах. Сах – это 4 мудда, около 3 литров воды, приблизительно чуть больше банки для воды. Этот сах, который использовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для полного совершения купания, есть сильное стремление к бережному отношению к воде. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не расходуй воду чрезмерно», то есть не будь расточительным даже у текущей реки. То есть если человек находится у реки, нежелательно быть расточительным. Даже в своей смертной болезни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил людей тому, как они должны будут омывать его, и потребовал у них омывать его определенной водой из определенного колодца. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда я умру, омывайте меня 7 бурдюками водой из моего колодца Ирс». Как же велика его миссия и как же велико его учение, человеку остается только следовать, стараться, делать, и это наставит его на истинный путь и возвысит его на высокую степень, и достигнет любви Аллаха, и будет убежден в словах Аллаха: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Даже в тех местах, которыми человек брезгает, он найдет из любви Аллаха субхану ва тааля то, что он не знал за всю свою пройденную жизнь. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».